В Минсельхозе Ингушетии прошла встреча с членами рабочей группы Фонда Дом РФ в рамках разработки мастер-плана Магаска-Сунжинской агломерации. Участники встречи обсудили стратегические направления развития региона, в том числе реализацию проектов, направленных на совершенствование в сфере сельского хозяйства и жизни на сельских территориях. Особое внимание уделили вопросам устойчивого развития, модернизации транспортной системы и улучшения коммунальной инфраструктуры. Сотрудники Назрановского и Сунжинского лесопожарных центров провели агротехнический уход за молодыми деревьями в рамках выполнения госзадания. Мероприятия были проведены на площади 156 гектаров. Специалисты провели рыхление почвы, удалили сорняки и внесли удобрения для стимуляции роста растений. Центральный государственный исторический архив Грузии передал историкам компании ISM Group фотографии середины 20 века, запечатлевшие башенный комплекс Вовнушки в Горной Ингушетии. Напомню, реставрация комплекса должна начаться уже в этом году. С нового учебного года начнет действовать приказ Минпросвещения номер 704. В нем закрепили понятия контрольных работ, их продолжительность и максимальное количество, в том числе практических и всероссийских проверочных работ, не более 10% учебного времени. Также определили перечни требований к метапредметам и предметным результатам освоения основных общеобразовательных программ при проведении федеральных и региональных процедур оценки качества образования. В частности, ввели единое поурочное планирование. Его будут применять в отношении таких предметов, как русский язык, литературное чтение, литература, история, обществознание, география, окружающий мир, труд, основы безопасности и защиты Родины. Рособорнадзор совместно с МВД прорабатывает вопрос по выработке мер по ужесточению контроля за работой автошкол в условиях роста числа аварий по вине молодых родителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Работа проводится по поручению правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Так обсуждаются новые индикаторы роста для автошкол, которые впоследствии станут основанием для проведения внеплановой проверки. Рособорнадзор после изучения конкретных предложений с Генпрокуратурой и МВД подготовит изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие проведение проверки автошкол. Абдуллах Алмазов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир прошел в итальянском городе Каорле. Юный борец представлял Россию в составе национальной юношеской сборной. В весовой категории до 38 килограммов Абдуллах продемонстрировал безупречную технику и уверенность, одержав убедительную победу в финальной схватке над борцом из Азербайджана со счетом 10-0. Его выступление стало одним из самых ярких на турнире. Сборная России завоевала 11 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых.